девчонки? Время летит, и вновь в эфире информационная служба детских новостей. Да, и мы снова спешим поделиться с вами самыми интересными новостями. Милана, а ты любишь театр? Да, Никит, очень люблю, и совсем недавно мне посчастливилось побывать в детском театре «Сулпан». О, это очень интересно. Смотрела новую постановку? Расскажи. Нет, Никит, просто ребята из школы телевидения Media Kids пригласили в театр его сотрудники, чтобы посмотреть, как же протекает театральная жизнь. И знаешь, мы для себя открыли очень много нового. Что именно? Не тяни, рассказывай уже, не терпится узнать все подробности. А вот наши корреспонденты Инье Янбекова и Ильгиз Бегубулатов сейчас все нам и расскажут. Смотрим. Закулисье святое святых любого театра, даже самого маленького. Окунуться в театральную атмосферу, вдохнуть ее запах, прикоснуться к прекрасному, мы отправились в детский театр «Сулпан». Театр нас встретил дружелюбно. Уже с порога кажется, что ты попадаешь в волшебное место. Освещение, декорации и какая-то необыкновенная атмосфера другого, параллельного сказочного мира, где время остановилось и замерло. Такой подарок школе телевидения Media Kids подарил главный режиссер театра Вакиль Бареевич Юсупов. Он пригласил юных телешкольников посмотреть и увидеть своими глазами, как же протекают дни театральной жизни в его стенах. Мы привлекать должны в свой детский театр детей, потому что мы в основном работаем для детей, чтобы дети не только спектакли смотрели, а за кулисами нашей жизни тоже узнавали. Дети в основном видят только артистов. Кроме артистов, тут куча людей, которые работают над созданием спектакля. Это их художники, которые создают декорации, костюмы. Это музыканты, композиторы, которые создают музыку, костюмерши, декораторы, световые оформители. Вот дети сегодня все это увидели. Мы по возможности хотели все им объяснить, показать, посмотреть, совместно что-то делать. По-моему, они остались очень довольными. Такие встречи проводить надо почаще, теснее, в связи с детьми мы должны работать. Так что сегодня я в общении с детьми для себя очень много взял. Юные тележурналисты познакомились с жизнью театра, увидели, как репетируют новую постановку актеры, побывали в звукорежиссерской студии, осмотрели гримерную и даже учились актерскому мастерству вместе с главным режиссером и артистами. А еще телешкольники провели настоящую пресс-конференцию, на которой ни один вопрос не остался без ответа. Поделись впечатлениями о встрече с театром. Мне очень понравилось, было увлекательно, интересно, сидеть было не скучно, как обычно. Я думаю про театр. В театре смешно, интересно, герои двигаются, какое-то движение происходит. Даже в кинотеатре тоже интересно, но там сидишь, ничего не происходит. Это на компьютере все делается, а тут все вживую. Что больше всего запомнилось тебе? Герой из этой сказки «Баба-Яга». Поделись впечатлениями о встрече с театром. Мне очень понравилось, несмотря на то, что мы были на репетиции, все равно наблюдать за работой актеров, за тем, как они ошибаются, потом вспоминают, как импровизируют. Это очень увлекательно и интересно было. И эти непередаваемые ощущения того, что происходит здесь, просто как бы вместе с актерами проживаем каждую роль, каждое движение, как родное, как наше. А какие актеры тебе запомнились? Мне очень понравилось, как мяукал кот, и Баба-Яга очень выразительно смеялась. Было действительно здорово. Телешкольники смогли прикоснуться к этой волшебной обстановке. Ребята провели незабываемых 2 часа в компании артистов. Такие встречи очень полезны и познавательны. На них дети не только узнают что-то новое, но еще и учатся любить театр, погружаясь в атмосферу творчества и искусства. Ильгиз Бегубулатов, Инье Янбекова, Оксана Михайлова, Милана Семерякова, Любовь Карпова. Специально для детского времени телекомпания СТВ. Милана, вот знаешь, о чем я сейчас жалею? О чем же? О том, что не был на встрече и пропустил все самое интересное. Обидно. Никит, не расстраивайся. В театре «Сулпан» 12 февраля состоится новая премьера спектакля «Как Настенька чуть кикиморой не стала». И скажу тебе по секрету, я побывала на его репетиции, и он очень интересный. Советую сходить вместе со своими друзьями. Уверена, вы не пожалеете. Отличная новость. Обязательно прислушаюсь к твоему совету. А
А еще мы рекомендуем всем ребятам больше бывать на свежем воздухе и играть в подвижные игры. Тем более, что погода позволяет. Как это сделали Дарина Ботвинская и Азиля Азаматова. Да, девчонки побывали в парке культуры и отдыха и привезли нам оттуда хороший сюжет. Посмотрим? Непременно. Ну что, ребята, готовы? Да! Громче не слышно, готовы? Да! Давайте, холодно, да! После затянувшихся морозных дней выходные порадовали солнышком и их заметным потеплением. Это стало приятным подспорьем для мам, пап и их детей, которые собрались в парке культуры и отдыха, чтобы поучаствовать в спортивной игровой эстафете, посвященной году семьи. Команда наша «Снеговики» и наш девиз «Мы команда хоть куда, не устанем никогда». Как будем называться, скажи? Льдинки. Организатором праздника выступили парк культуры и отдыха совместно с Центром обучения и отдыха «Мандарин». Здесь происходит праздник. Сегодня праздник Новый год, потому что сегодня зима, дети и родители приходят на праздники и играют с детьми. Мы играли, резвились и прыгали. Дети в этот прекрасный день играют и веселятся, и катаются с горки. А ты участвовал в соревнованиях? Да. Спортивные игры удались на славу, никто не остался в стороне. Особенно была рада малышня, а все потому, что можно было не только поиграть, но и прокатиться с ветерком с горки, а еще покататься на лошадках. Поехали! Давай! Аккуратно! Подобного рода праздники на свежем воздухе не только укрепляют здоровье, но и помогают отвлечься от современных гаджетов. Это как бы праздник, чтобы все повеселились. Какой конкурс вам больше понравился? Когда надо было мячи кидать. Тут очень интересно и охота, чтобы этот праздник никогда не заканчивался. А самое главное, это еще и прекрасный повод собрать всю семью вместе и провести время с пользой и удовольствием. Дарина Ботвинская, Азиля Азаматова, Радмир Исангул, Оксана Михайлова, Любовь Карпова. Специально для детского времени телекомпания СТВ. Молодцы, ребята, они сидят дома и не залипают у телеков, компов и планшетов. Это точно. Никита, 14 февраля совсем скоро будет День всех влюбленных. И мне кажется, что уже пора вовсю готовить валентинки для своих друзей. Дабы еще узнать, как их смастерить своими руками. Ха, Никит, это вообще не проблема. Предлагаю посмотреть лайфхак от Емели Бекановой, которая сама смастерила, сама сняла и сама смонтировала свое видеопособие по изготовлению валентинок. Давайте скорее смотреть. Так длинно, солнце прячет за снегами, плачет южными кругами, рек стирая берега. День святого Валентина, он уже не за горами. День святого Валентина, тают на душе снега. Валентинки, валентинки, растопили в сердце льдинки. Валентинки, валентинки, что шепнете в феврале? Валентинки, валентинки, двух сердечек половинки. Валентинки, валентинки, просто я тебя люблю. Может, этого святого кто-то по ступени слышит, под заснеженной крышей превратясь в снеговика. Не стучите в дом такого, пролетайте дальше выше. Кто-то главные три слова где-то ждет наверняка. Валентинки, валентинки, растопили в сердце льдинки. Валентинки, валентинки, что шепнете в феврале? Валентинки, валентинки, двух сердечек половинки. Валентинки, валентинки, просто я тебя люблю. Полезный лайфхак, возьму и себе на заметку. И я тоже. Ну что ж, вот такими событиями были наполнены прошедшие дни, а наше эфирное время, к сожалению, подошло к концу. Милан, не огорчайся, 2 недели пролетят, как всегда, незаметно.
Спасибо, Никита. Друзья, ну а если вам есть что рассказать, то пишите в нашу группу ВКонтакте, которая так и называется, новостная программа «Детское время». Или звоните к нам в редакцию по номеру 5 14 95. А с вами были, как всегда, ведущие новостей Никита Полосков И Милана Семерякова. Всем пока!